Вопрос о местонахождении кыргызского эльтеберства VII века и гиньгунского наместничества никогда не ставился в литературе, в кыргызоведении этому вопросу вообще не уделялось никакого внимания. В этой связи очень интересны данные из китайской карты тюркского мира VII века, где указано место расселения всех тюркских племен и народов VII века, известное китайцам. Данная карта является уникальной во всех отношениях и аналогов в себе не имеет. На карте подробно указаны все географические объекты, большие и малые реки, речки, большие и малые озера, горы, возвышенности, горные хребты, долины города и приведены их названия. Карта отличается удивительной подробностью. На ней указано место, где расположены большая и малая ставка тюркских каганов. Место, где тюркские каганы укрываются от жары, поколение Алиши, поколение Чжикиши, хана Шабола, племя Чжигюйка, поколение Чумугунь западных тюрков, Ташлыки, поколение Чуми, кыргызское эльтеберство, гиньгунское, кыргызское наместничество, Цзиньгунь-Духуфу, Булаги, Чигели, Карлуки, Ашина западных тюрков, Тукиши, Тюргеши, поколение Чженхи, Учжиле, поколение Хулу-Як-Юбу, западных тюрков. Поколение Шато-Шато-Чуэнское наместничество, поколение Ашина-Хылу, поколение Чуи, поколение Чубань и множество других объектов. Фрагмент карты тюркского мира VII века. Выделены кыргызское эльтеберство, гиньгунское наместничество VII века. Реконструкция на современной физической карте региона. В связи с кыргызами особый интерес вызывают данные о местонахождении кыргызского эльтеберства и гиньгунского наместничества, отмеченные на карте. Кыргызское эльтеберство расположено далеко на юго-западе от Алтая, к северу от реки Или, рядом с Чумугунь западных тюрков, к западу от Ташлыков, к востоку от которых обозначены Карлуки. На юге от кыргызов указаны Тюргеши, которые расположены к северу от западных отрогов Тиньшаня. Бейджен расположен к юго-востоку от Тюргешей. На северо-востоке, ближе к востоку, от Ташлыков отмечены Булаги. Поколение Чигиль находилось между Булагами и Ташлыками. Между Чигилями и Ташлыками отмечены Карлуки. Ашина западных тюрков находилась на юго-востоке, ближе к востоку, от Булагов. На северо-запад от Ашина, западных тюрков, расположены Алтайские горы. Тюргеши находились на юго-западе, ближе к югу, от поколения Чуми. Поколение Ашина-Хылу располагалось на юго-востоке, ближе к югу, от Булагов. Поколение Чуи находилось рядом с Ашина-Хылу на юго-западе. Поколение Чубань находилось на юго-востоке, ближе к югу, от Тюргешей. Уезд его Карашар расположен на юго-востоке, ближе к востоку, от поколения Чубань и на юго-западе, ближе к югу, от поколения Ашина-Хылу. Округ Вэньсу, Вэньсу-Чжоу, отмечен на юго-западе, ближе к югу, от Или. Расстояние между ними примерно равно 2 расстояниям от Или до кыргызов. Тюргеши расположены на юге от Или, расстояние между ними примерно равно расстоянию от Или до кыргызов. Государство Шуле находилось на юго-западе от округа Вэньсу. Расстояние между ними примерно равнялось расстоянию между Вэньсу и Тюргешами. Государство Куйце находилось на юге от Тюргешей, на юго-востоке от Вэньсу. Расстояние от Тюргешей до Куйце примерно равно расстоянию от Суле до Вэньсу. Известно, что в VII веке нашей эры Карлуки обитали в Семиречье. Считается, что в состав этого племенного союза входили 3 крупных племени, это вышеупомянутые Чигели, Булаги и Ташлыки. Все они в середине VII века нашей эры занимали территории к северу от Тиньшаня, в Джунгаре. Таким образом, из данных карты видно, что кыргызское эльтеберство располагалось в северо-западной Джунгарии. Это согласуется с данными китайских письменных источников, согласно которым в VII веке кыргызское эльтеберство находилось в северо-западной части Джунгарии. Что касается гиньгунского наместничества, оно возникло после визита в Танскую империю правителя кыргызов в 648 году. Из источников мы знаем, что он носил титул эльтебер. Известно также, что после переговоров с императором династии Тан кыргызский эльтебер, по примеру соседних телских племен, согласился стать вассалом Танской империи, и кыргызское эльтеберство было решено преобразовать в вассальную область Гиньгунь. Было создано гиньгунское наместничество в составе империи Тан.
Так вот, согласно карте, Гингунское наместничество располагалось там же, что и Кыргызское Эльтеберство, в северо-западной части Джунгарии. Из исторических источников мы знаем, что в начале VIII века кыргызы уже обитали на севере западных Саян, в Минусинской котловине. В тюркских рунических надписях подробно описан поход тюрков Второго тюркского каганата в страну кыргызов на Енисая. Это тот самый знаменитый поход Культигина и Билги Кагана, совершенным ими в зимнее время 710-711 годов за западные Саяны. Кыргызы в то время уже обитали в Минусинской котловине и имели свой каганат, во главе которого стоял Барсбек. Гингунское наместничество было образовано после 648 года. Значит, миграция кыргызов из Кыргызского Эльтеберства на Енисей произошла во второй половине VII века. Я считал, что это произошло несколько раньше, в конце VI или первой половине VII века, однако, как видим, это могло произойти где-то во второй половине VII века. Это те самые кыргызы Теле, в свое время они находились в составе конфедерации племен Теле. Вышли они из нее, скорее всего, в начале VI века. Значит, они еще по крайней мере несколько десятилетий все-таки обитали в Семиречье, в северо-западной части Джунгарии и имели свое эльтеберство.